Молитвен Свети Георгий му е помагал. И веднъж, когато го нападат 120 000 на турска армия, той бил с 40 000, на 3 пъти по-малко. Цяла нощ се е молил пред тази икона Свети Георги да му и заспива от дългата молитва от умора. И насам му се явял Свети Георги и му каза: защо викаш толкова към мене? Да не би до сега да не съм ти помагал. Ето и сега ще ти помогна, ти ще победиш турците. Но после, след твоята победа, трябва да донесеш моята икона в моя дом. Той се изумил, каза: къде е твой дом? Каза: моят дом е в Света гора, в Зографския манастир. Всеки манастир има много свети и не винаги се изнасят всички мощи. Йоан Милостиви, Свети апостол Андрей, Свети Яков Персянин, Свети Власи, това е Свети Стефан, това са ето на Свети Теодор Тирон, на Света на Разрушителница и на Свети Поликарп Смирненски. Също много рядко се срещат мощни Свети Поликарп Смирненски, Свети мъченик Варлаам, Свети помъчник Прокопий. Насам също е една голяма светиня в нашия манастир, част от главата на Света Мария Магдалина. Така, отново Яков Персянин, има няколко частички. Свети великомъченик Георги, също Свети великомъченик Мина частичка тук, Свети Харалампи, на Свети Киракиолита също има мощи, Свети Рапонт. И тук има на Свети мъченик Георги от Янина. Това са нови частички, сега подарени. Сега предстоим пред чудотворната икона, която се казва Услишителница. Тя се намира в алтара на храм, на съборния храм в манастира. Тя е стенопис, фреска е и е пренесена от стария храм на същото място, където е била. Тоест, този храм е от 1801 година, както се вижда в надписа, е нов. Но това място е имало стар храм и поради това, че иконата е била чудотворна, са снели фреската и се поставили отново в алтара. Пред нея се е Козма Зографски. Сега ще се опитаме да ви покажем и да ви разкажем някои неща за пещерата на Свети Козма. Тя се намира доста далече от тук. Път до нея почти няма, само някаква пътека. Да. Това е пещерата, в която, както говорихме, в големия храм. В него се съхранява черновата на история славено-българска на Паисий Хилендарски. Тук Паисий завършва този свой труд през 1762 година. В библиотеката се съхранява житието на Свети Наум Охридски, запазено в препис от 15 век, житието на Света Петка от 14 век, за история ценни Хрисово. На территории вашего монастыря Заграф я вижу памятный знак с именами 26 ваших монахов, которые были сожжены в башне латинянами, католиками, по причине такой, что они отказались с ними сослужить, по-моему, в 13 веке, да? В 13 веке. И вот я знаю, что еще в Отопеде латиняне убили многих православных, которые не желали с ним служить. Да, в Авероне они на корабле их в море перевернули, утопили, которые не хотели с ним служить. И вот сейчас, посмотрите, и вот сейчас в мире увеличится число православных священников, архиереев, не только в русской церкви, в других церквах, которые почему-то с ним сослужат. Вот не являются ли вот эти ваши вот эти исторические все памятники, вот эти вот таким обличением их, вот таким примером стойкости в православной вере? Казва, паметника на Свети 26 мъченици не е ли изобличение, не е ли пример за тези, които сега в момента пристъпват да служат с католиците? Да, разбира се, че... Ето, конечно, говорите. Защото то се вижда, че те такова... Это на глазах видно, что... Тяхният догмат за папата, че е погрешен и че е глава на църквата, той е отпаднал вече. Безгрешный, это неправильно. Это на глазах видно, это самое... И Филиок, и всех около. Это не наш выбирать Филиок, но все-таки это главенство папы, но все нарушило.
Но и не трябва да се служа с тях, нали? Не надо служить с ним. Тук се отказали да служат. Они отказались служить. И после, които са пък служили в Ксеропотам, а потом, те, которые служили в Ксеропотаме, упала церква. Там упал монастырь, разрушился. Как наказание Господь их всех. И на православных в том числе. И на католик. Все погибли. Все погибли. Все, которые сослужили. Православные в том числе. Все. Да. Но они отреклись. Дело, по сути, да, они и все погибли. Покаялись те, которые видели это чудо, покаялись остальные живые, которые были вне монастыря. Православные или латиняне. Да. Потому что это землетрясение, трус был только там, где был монастырь, только там. Это вы говорите о Ксеропотаме? Ксеропотаме, да. Там их приняли, там служили. Во время богослужения говорят, что во время в Великом Входе, когда диакон вспоминал, кроме патриарха и папу, тогда начался трус. И тот храм, который там сейчас стоит, это же новый храм? Новый. Да, это новый храм. А тот до основания был разрушен? До основания все разрушился, да, и все погибли. Исчезнуло растение. И там это было чудо. Росло такое растение, которое имело 40 глав. И оно было чудотворное. Это там 40 мучеников, покровитель, 40 глав. И был. Севастийский, да. И от этого исцелялись. Оно хватало на весь год, и исцеляли все, которые приступали и кушали от этого растения. После труса, после разрушения церкви больше не стало. Это чудотворное растение. В XIII веке всю Афонскую гору постигло страшное испытание. Миссионерское, в кавычках, нашествие войск очередного крестового похода, зашедшего на Афон по дороге в Палестину. В 1276 году дикие орды католиков несколько месяцев творили в уделе Матери Божией свои кровавые злодеяния. Вся их жуткая, так сказать, катехизаторская работа подробно описана в Афонском потеряке. Силой, принуждая православных к принятию латинской ереси, они распинали монахов на деревьях, топили в море, жгли и резали всех и вся. Афон опустел. Некогда цветущие обители лежали в дымящихся руинах. Некому было даже по-православному захоранивать убиенные тела. Не обошла беда стороной и Заграф. Однажды один болгарский монах, живший в одинокой келье в сторону монастыря Костомонит, во время молитвы перед скромным образом Божией Матери получил от нее откровение. Богородица сказала ему: «Быстрее беги в Заграф и предупреди братью, что к ним движется огромное войско католиков. Пусть кто послабее спасаются в горных лесах, а кто посильнее запрутся в монастырской башне, пирге, и примут мученические венцы». «Но я не брошу твой образ!» — вскричал брат. «Иди и не заботься об этом», — услышал он голос Пресвятой Богородицы. Монах побежал в монастырь, и когда входил в обитель, увидел, что его келейная икона уже находится над вратами обители. Вот она. Предстоим пред чудотворната икона на Света Богородица, която наричаме Състриемена. Известна е на Света гора като предвъзвести, защото е предварително известна.